Статистику дорожно-транспортных происшествий, несмотря на усиленную работу ГИБДД, пока снизить не удается. К многочисленным мерам по профилактике аварий добавилась программа «Безопасный город». Реализуется она уже несколько лет. Фото и видеофиксация позволяют обнаружить и обнародовать нарушения, и, похоже, это не всем по нраву. Микаил Тангиев с подробностями. Зелимхан Арцханов – автолюбитель с многолетним стажем. Большую часть своего времени он проводит за рулем. Уверяет, что правила дорожного движения старается не нарушать. Представление о программе «Безопасный город» имеет. Установки радаров только рад. По его мнению, лихачество на дорогах можно остановить только одним способом. Я считаю установку этих камер целесообразным, потому что когда наказываешь рублем, человек немножко может скорость сбавить, может не превышать там, где не надо. Просто у нас такой темперамент, что мы быстро ездим на машинах, думаем, что проскочим. И поэтому установка камер, она необходима. И чем больше их, тем лучше. Всего на дорогах нашей республики установлено 55 дорожных камер фото- и видеофиксации. К примеру, в городе Магаз уже работают камеры, которые фиксируют такие нарушения, как проезд на красный сигнал светофора и выезд на стоп-линию. А по ту сторону камер в ГИБДД, контролируя все происходящее, наблюдает специальная группа. 5 видеорегистраторов, установленные в Магасе, работают 24 часа в сутки. Любая точка столицы как на ладони. Организована возможность подключения онлайн к перекресткам. Вот, например, вы можете наблюдать перекресток, установленный в городе Магасе. В режиме реального времени получаем картинку, отслеживаем дорожную обстановку на данном участке. Данные со всех комплексов в автоматическом режиме поступают к нам на компьютер. И мы уже переносим их на наши сервера и выносим постановление. В прошлом году в рамках конституционного соглашения между Управлением населения и территории о чрезвычайных ситуациях и фирмой Ситроникс была предусмотрена реализация проекта «Безопасный город республики». С апреля по октябрь 2017 года провели техническое и рабочее проектирование системы аппаратно-программных комплексов на территории региона. А уже начиная с этой недели АПК работают в штатном режиме и передают всю информацию в Центр обработки данных. У нас данное конституционное соглашение разбито на 2 этапа, то есть мы в этом году завершили первый и начнем сразу же непосредственно второй этап уже с этого года. И в общей сложности планируется до 500 камер на республике, то есть это, в принципе, хорошее число, то есть почти все оживленные магистрали, дороги сельского, федерального значения будут оснащены данными камерами. Неоднократно были зафиксированы случаи вандализма систем видеофиксации. Для предотвращения порчи комплексов места установки систем фото- и видеофиксации оборудованы камерами видеонаблюдения, позволяющими вести круглосуточный надзор. Благодаря этому вандалы будут сразу замечены и понесут соответствующее наказание. Хотелось бы предостеречь данных правонарушителей о том, что данный комплекс находится уже в собственности республики, и, соответственно, статья уже будет классифицироваться по статье Уголовного кодекса как порча госимущества. То есть это уже более тяжкая санкция подразумевает под данной статьей. Хотелось бы, чтобы они не сбивали эти камеры, потому что у нас печальная статистика ДТП. То есть вчера 2 ДТП уже было со смертельным исходом. И хотелось бы таким образом, чтобы у нас вообще общая аварийная статистика спала в разы, и она испадет. Комплексные стационары, установленные по всей республике, фиксируют такие нарушения, как превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора и обгон по сплошной полосе. Практика показывает, что штрафы за эти нарушения дают хороший результат. Внедрение новой программы, по идее, должно уразуметь водителей автотранспортных средств, чтобы они впредь не нарушали и были внимательнее на дорогах. Микаил Тангиев, Рамзан Миржоев, Новости 24.